Якуты – самый северный тюркоязычный народ, проживающий на бескрайних просторах Сибири и Дальнего Востока. Народ, имеющий свой древний язык, историю и культуру. Особенностью их хозяйства является разведение табунного коневодства в зоне вечной мерзлоты в экстремальных условиях Крайнего Севера. Якуты считают себя детьми небесного коня, посланника высших светлых божеств. Народными мастерами созданы бесценные творения из дерева, бересты, кожи, различных тканей, бисера, серебра и других драгоценных металлов. Замечательные произведения живописи, изделия из конского волоса, мамонтовой кости, посвященные лошади, этому символу счастья и плодородия. Жизнь якутов с раннего детства связана с конем. Традиционные серебряные украшения якутской невесты, истоки которых уходят вглубь веков к древним хунам и скифам, эта вершина ювелирного искусства народа Саха также тесно связана с культом коня. По якутскому преданию, высшие божества сперва сотворили лошадь, и только после этого был создан сам человек – Уранхай Саха. И потому конь является объектом особого почитания якутов. Во время праздника Эссех украшением женщины являются ювелирные изделия из серебра, бус и бисера, излучающими все цвета радуги и северного сияния. И все это великолепие неразрывно связано с культом коня. Древние изображения лошадей найдены в верховьях Лены на территории обитания курыканов, тюркоязычных предков народа Саха. Курыканские кони были широко известны среди народов Центральной Азии и Китая. Так, летом 647 года нашей эры посольство курыканов, прибывшее вместе с послами племени Дубо, обитавшего в Саянах, Чаньянь, столицу тогдашней Поднебесной империи, современный Сиань, представила императору Цайцзуну Лишиминю коней, посланных главным старейшиной курыканов Сыгинем. Император выбрал из них 10 лучших, которым дал громкие имена и посвятил целую поэму. Изображения курыканских коней были сделаны в гробнице Тайцзуна, недалеко от города Сиань. Конь является предметом любви и особого почитания у тюрко-монгольских народов. Он играл большую роль в жизни скифов в завоевательных походах гуннов в эпоху великого переселения народов, в истории древних тюрков и монголов, начиная с Китая и заканчивая Европой, границами Римской империи. На каменной стеле в Монголии, поставленной в честь Кюльтегина, после его смерти в 731 году нашей эры, вырезаны слова, посвященные его любимым скакунам. На белом скакуне по кличке Алп-Шалчи ворвался Кюльтегин в тюргешские ряды.
В настоящее время научные исследования, посвященные изучению якутских лошадей, сделаны и в Европе, в Париже, столице Французской Республики, городе, имеющем 2000-летнюю историю, являющемся самым красивым городом мира и одним из центров мировой истории, науки и культуры. С Парижем связаны имена Филиппа II Августа, Людовика IX, Ришелье, Людовика XIV, Вольтера, Жана Жака Руссо, Робеспьера, Наполеона Бонапарта, Александра Дюма, Эмиля Золя и других выдающихся исторических деятелей. Во время поездки в Париж мы встретились с учеными, занимающимися изучением якутских лошадей, написавшими работы по этой теме. Французские ученые давно интересуются историей народов Сибири, в том числе народа Саха. Так, в 1861 году в Париже был издан перевод на французский язык отрывков из воспоминаний Афанасия Уваровского. Имя Жака Каро известно многим якутянам. Он перевел на французский язык якутский героический эпос «Нюргун-Баатур Стремительный». Жак Каро мечтал снять отдельный фильм, посвященный якутскому коневодству. В Париже мы встретились с его супругой Франсуазой Каро. Мы направляемся к молодой ученой-исследовательнице Эмилии Май, неоднократно посетившей нашу Северную Республику. Мы в гостях у этнолога Эмилии Май, которая занимается вопросами якутской культуры. Я в 99-м году первый раз приехала в Якутию. Хотела увидеть в основном природу, потому что в то время я училась русскому языку. И хотелось поехать в Сибирь, посмотреть лошади, якутские пушистые такие лошади, увидеть природу и познакомиться с культурой. Я об этом не думала на самом деле. Приехала, преподавала перевод в ЮГУ, и там работала 8 месяцев. И после этого я решила еще приехать, потому что я влюбилась и в культуре, и в природе, и в людях тоже. Уже написала работу о лошади в якутской культуре и получила стипендиум, чтобы учиться дальше в аспирантуре, в диссертации, то есть пишем диссертации. И скоро я должна защититься через 2 месяца. Я в этом году 2 раза приехала в Якутию на полевой работе весной. И приехала еще участвовать в конгрессе о коневодстве. И всего было 2 недели, поэтому мы не встретились. Конгресс очень хорошо прошел. И хорошо, что я смогла благодарить своим друзьям-коневодам. Часто объясняю людям, что я училась по учебнику. Есть учебник Харитонова, очень хорошая книга. Я читала эту книгу, и с этой книгой уже получилось, что могла общаться, понять и общаться. Но, конечно, не очень. Все-таки грамматики не хватало. Поэтому я решила взять несколько уроков, и уроки я брала у вас. Мен элбэх улустарга сылдыгыты, намга, татага, алданга, верхенскайга, то есть үйхэжанга, эвенобытантайга сылдыгыты. Улахан, привет, бары сылгыгытарга. Bu John Michaelbech Körдөбитте Олиһин улахан мактал кинилерге.
Я хамил хаммах талбодман. Теперь мы направляемся к Кароль Ферре, исследовательнице якутских коней, защитившей диссертацию на эту весьма интересную тему, доктору социальной антропологии и этнологии. Я парижанка, я родилась в Париже. Вот, я училась одновременно социологию, потом этнологию в HESS, то есть в школе высших гуманитарных наук, скажем. И в то же время я училась русскому языку в Институте восточных языков. Я этнолог, и моя диссертация это по социальной антропологии и этнологии. О якутском коневодстве, но сравнивая его с обычаями народов Средней Азии, тюрко-монгольских народов Средней Азии и Сибири. Первый раз я была в Якутии, это было в 1994 году, зимой, то есть я прилетела, по-моему, в феврале или в марте, еще была там зима. Тогда я училась в Петербурге на аспирантуре, и у меня было большое желание посетить Якутию давно, и вот в этом году я могла туда ехать. И потом, следующий год, то же самое. Я была в Якутию в 1995 году. И потом путешествовала. После Якутии я не вернулась в Европе. Я путешествовала в Южном Сибири, Бурятии, Туве, Хакасии. И потом, ну, все это поездом, потом через Киргизстан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан. Я вот вижу, что вы очень серьезный специалист. Это доказываете то, что вы были в Якутии, в других многих регионах. И очень серьезная работа, с которой я познакомился вот вчера и сегодня. Но один вид очень внушительный. Объем этой работы 1200 страниц, состоит из 3 частей. И очень много иллюстраций и так далее. И я хочу попросить вас, чтобы вы ознакомили с содержанием своей работы, над которой вы работали, как сказали, где-то около 15 лет. Да. Пожалуйста. Да, эта работа состоит из 3 частей. Первая часть это я описываю вот якутский народ Саха. Потом я попыталась сделать теорию о действии, как человек действует на животное. И потом у меня было изучение численности скота у якутов в течение 20 века. Это первая часть. Вторая часть – это все действия воспроизводства лошадей. Как содержают, как кормят или не кормят, как выезжают, как тренируют, как убивают и так далее. Все действия человека я постаралась как можно подробнее описывать. Я работала с табунщиками, смотрела, как они делают, и их спрашивала тоже, чтобы узнавать все возможные детали об этом, технические детали, скажем. А третья часть работы – это вся употребление лошади. Употребление лошади как сырье, мясо, кожа, волосы, молоко и так далее. Потом употребление как верховые животные, как тягловые животные, скачки, разные конские игры. И потом третий вид употребления – это использование лошадей как символ. Лошадь – это же символ народа Саха. И как его используют, как знак богатства, как разные виды жертвоприношений лошадей, и его использование в литературе и в искусстве вообще. Человек очень мало действует в коневодстве, то есть он мало кормит лошадей, мало смотрит на них. Они
Ну, хотя нельзя сказать, что они дикие, они все-таки домашние животные, потому Да. что, по-моему, человек все-таки действует на них. Они не дикие животные, но Якутия мало занимается. Они почти как... и потом есть представление, что лошадь должна оставаться независимой от человека. Мгм. Она должна быть дикая. И говорят, например, что мясо жеребятины или конина вкуснее, когда лошадь живет далеко от человека, свободно, пасется круглым годом Да. и так далее. На природе. Первая особенность, вот, действие как можно меньше. Потом, второй, это использование лошадей. У якутов, по-моему, то, что прежде всего важно, это использование как мясо и потом как символ. А использование как средство транспорта, например, все-таки меньше, чем у других тюркских Да. народов. Наверняка так. А для нас это немножко странно, что одновременно кушать мясо и восхищаться лошадью. Но, Да. по-моему, там нет Противопоставление. противопоставления нет. М. Они именно, якути так сильно любят лошадей, М. что любят и конину. Это Да. не противоположно, по-моему. Да. Это Ну, это вместе правильно. идет, наоборот. Мгм. И вот две особенности, по-моему. Вот эти. Вы по каким районам ездили в Якутии? Я была в центральных районах, особенно в Усталдан, Ага. и потом Верхоянск и Верхоянск. Среднеколымск. И тоже. Среднеколымск. Ну, это 3 разных таких Да. интересных региона. Ну, всего Мгм. хорошего. Спасибо. А вот что сказала нам директор Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Валентина Андреевна Самсонова. Валентина Андреевна, скажите, пожалуйста, несколько слов о работе «Король Ферье». Да, Национальная библиотека Республики Саха-Якутия в этом году получила очень шикарный, можно сказать, подарок от доктора социальной антропологии и этнологии Кароль Ферье, который живет в Париже во Франции, где мы с ней встретились, и она передала в подарок Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия свою диссертацию. Вот она у меня передо мной в 3 томах, в 3 частях. И, ну, вы знаете, что ее работа посвящена якутской технике коневодства. И, естественно, она провела очень большую работу для того, чтобы написать вот этот свой труд, свою диссертацию. И она провела исследования не только в нашей республике Саха-Якутия, но и у других народов Сибири и Средней Азии. И самое главное, мне бы хотелось подчеркнуть в этом издании, что у ней в ее труде имеется очень хорошая библиография, более около 1000 названий. То есть наши ученые, которые могут прийти в Национальную библиотеку и познакомиться с ее трудом, могут посмотреть эту библиографию. Можно даже поставить цель, наверное, чтобы наши товарищи, может быть, перевели это на русский язык. В принципе, можно было бы, потому что здесь очень большой фактический материал, здесь очень хорошие фотографии, очень хорошие таблицы, статистика есть большая, и есть даже карты. Так что это труд очень такой ценный для наших научных работников, для исследователей якутской лошади. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Едут якуты, этот древний народ, исконные коневоды, на верных, надежных конях. И продолжается путь посланников высших, светлых божеств.